Более 5000 жителей Коми переболели коронавирусом. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Так, за прошедшие сутки выздоровело еще 50 пациентов, 43 человека заболело. Летальных случаев не прибавилось, их по-прежнему 76. Интересную статистику опубликовал Комистат. Из-за коронавирусных ограничений в республике сократился отток населения. В первом полугодии этого года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, из республики уехало более чем в 3 раза меньше человек. Миграционную убыль населения зафиксировали только в 6 муниципалитетах: Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске, в Воркуте, Печоре и Инте. Вот как свежие цифры и другие новости из жизни региона прокомментировал в традиционном обращении исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый вечер. Сегодня я продолжаю работать в Троицко-Печорском районе. С утра посетил районное подразделение Коми регионального лесопожарного центра. На самом деле центр располагается в зданиях бывшего лесничества, и, конечно, та сегодняшняя база, которую центр занимает, она совершенно не соответствует требованиям и хранения техники, и работы с обучением персонала, ну и даже с теми вещами, которые они сталкиваются, когда после вылетов разбирают, сушат парашюты. Это делать совершенно негде. Поэтому я считаю, что нужно будет действительно эту историю в корне менять. Предложение я подготовлю сегодня письмо на заместителя председателя правительства Викторию Валерьевну Абрамченко. Она курирует вопросы как раз лесоохраны, с тем, чтобы подготовить все-таки финансовое обоснование, сводно-сметный расчет и для того, чтобы построить новую базу лесоохраны и все-таки создать условия для нормальной работы этого очень важного подразделения. В Троицко-Печорском районе особенно остро стоит вопрос транспортной доступности. До многих населенных пунктов добраться можно только по зимникам, поэтому сегодня прорабатываем вопрос о перевозке жителей труднодоступных населенных пунктов катером на воздушной подушке. У нас есть такой опыт, мы приобрели катер такого же класса, это класс НЕРПа для Вуктыла. Сейчас отрабатываем уже практическое применение, и как только будет первый опыт, особенно по эксплуатации, поскольку это достаточно затратная для муниципалитетов история, нужно будет прорабатывать все равно субсидирование для того, чтобы содержать эти катера, и тем не менее в период распутицы можно было выполнять важные мероприятия, это в первую очередь медицинские, какие-то мероприятия по ситуации с ЧС, чтобы у нас не были отрезаны эти населенные пункты от большой земли, что называется. Ну и осенью, в период распутицы, сегодня тоже отработали, будем запускать межмуниципальный авиамаршрут. Это будут выполнять, естественно, вертолеты Ми-8, Ухта, Троицко-Печорск, Приуральский. В районе я также побывал на 2 предприятиях лесного комплекса. Они реализуют инвестпроекты по переработке древесины, причем по глубокой переработке древесины. Руководству предприятия Печора Энергоресурс предложил заняться еще одним производством. Это уже такая научная тема, это переработка корневых частей именно хвойных пород для получения очень важного и нужного в медицине препарата дигидрокварцетин. Препарат, который добывается, как я сказал, из стволовой и особенно корневой части хвойных деревьев. И это довольно универсальный препарат для иммунокоррекции. Хочу подчеркнуть, что действительно это сегодня очень востребованная субстанция, и те БАДы, которые производятся из этой субстанции, сегодня имеют большой спрос в России, а на территории России сегодня занимается всего 2 предприятия, поэтому рынок довольно не наполнен именно этим препаратом.
Сегодня также посетил районный дом культуры. Здание нуждается в капитальном ремонте, и он действительно будет проведен. Также в этом здании Дома культуры получен грант для устройства кинозала. Это будет первый кинозал 3D в Троицко-Печорском районе. Ну и, конечно, думаем, что это точно совершенно будет востребовано и детьми, и всем населением, поскольку это совершенно новая подача фильмов, и звучания, и видеоподача. Также побывал в центральной районной больнице. Здесь необходимо провести ремонт, обновить мебель, оборудование. Часть, особенно по оборудованию, посмотрим, что можно будет сделать уже в этом году. В этом же году в больницу будет поставлен стационарный маммограф, аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские кровати. Ну и в этом же году ЦРБ получит новую машину скорой медицинской помощи. И в завершение несколько, опять же, цифр по эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 6191 случай заболевания коронавирусом, прирост за минувшие сутки 43 человека. Под медицинским наблюдением 2012 человек, выздоровело 5042 человека. Ну и за сутки сегодня выздоровело 50 человек. Мы в положительном балансе, это хорошо, но тем не менее выздоравливать нам надо больше. Мы двигаемся к 1 сентября и должны держать вот этот баланс, как можно больше выздоравливать и меньше заболевать. На сегодня это вся информация, которую я хотел с вами поделиться. Уважаемые жители, будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.